Здравствуйте, друзья! Сегодня мы покажем вам историю одного нашего подопечного. Покажем подробно, чтобы вы понимали, сколько труда, времени, средств уходит на спасение лишь одной собаки. Сколько людей участвуют в этом процессе. Вот история спасенного из ада. Зовут его Макс. В январе, во время массовых убийств собак, одна добрая женщина, Татьяна, спрятала в гараже 3 бездомных собак. Уж очень они просились, понимали, что кругом стреляют, и надо кому-то попроситься. Они умные, они чувствуют, они различают, кому можно проситься, а от кого надо бежать. Пожалуйста, ну такая прелесть, а. Ну вот, а сейчас придется выпустить. А куда я ее? Покормила, погрела чуть-чуть. Ну беги. Он умеет, видите? Он, все хотят. И все в гараж он зашли. И все. Ну, подкормлю на секунду. А потом куда? Потом некуда опять. Вот они. Их было 3. В один из дней 3 выбежали просто сделать свои дела на 5 минут. А вернулись только 2. За 5 минут 3-го, похожего на лабрадора, черненького, убили. Убили. За 5 минут пришлось забирать вне очереди оставшихся 2. Пушистый, добротный. Ой, это что ты с нами? Поздоровался? Ну, спасибо, что поздоровался, да. Вон ты какой, видишь, красивый, все. А это твоя опекаемая девчушка. Девчушка. Вот она какая, с красной биркой. Тоже золотая. Девочка сегодня тихая, а мальчик громкий. 2, сегодня 2. Из того же ада. Господи. По крупицам. По крупицам. Собираем по крупицам. Макс жил на передержке номер 1 у Наташи. Характер у мальчишки оказался замечательный, дружелюбный, ласковый, любит человека, веселый. После фотосессии пиар. И только через 10 месяцев предложили нашему Максу попытать счастье в Эстонии. Именно там ему и нашлась семья, которые хотели именно такого, большого, добродушного, который хорошо относится к детям и дружит с кошками. Начались сборы в дорогу. Это документы, справки, проверка здоровья, чип. Дорога не быстрая и дорогая. Ну, пойдешь с детками играть? Иди поиграй с детками. Ой, тебе бы только жманиться, да? С человеком надо тебе жмакаться. Ой, ты моя золотая. Вот какой ты. Иди с девочками поиграй. Иди поиграй с девочками и будем спать. 12 ночи, 11 ночи. Да, конечно. Максик. 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 Старушка понравилась. Бывает. Печалька. Опять идет ко мне. Опять идет ко мне моя морда. Идет моя морда. Ты идешь со мной? Всем доброго дня. Мы на границе. И, как всегда, я занимаюсь выгулом наших пассажиров. Слежу за их состоянием. А в дальнейшем буду их кормить и поить. В свою очередь, Валерий оформляет документы и занимается продвижением через границу.
так как погода сегодня не удалась. Идет дождик, но пока его нету, есть возможность погулять. И начинаем с самых больших. Это у нас Макс. Макс. Макс, ты прибыл. Все, Максюш, давай, пока. Барон, ну все же хорошо. Стоит вот с маской, пропитывается витаминками. Да? Все стойко вынес. Сейчас будем смываться и сушиться феном. Говорят, что это самое страшное. Ну, надеюсь, что все обойдется. Что-то упало тут. Сидеть. Ну-ка сядь, сядь. Молодец, молодец. Молодец, Варя, молодец. Иди рядом, Варя, рядом, рядом. Нет, не сиди, а рядом иди рядом. Молодец, иди рядом, рядом иди, рядом иди. Рядом здесь иди. А на горку? Только сразу не давай, пусть он дальше. Давай, давай. Блин. Все, после гулянки такой озорной стал, да? А то уже спал прям. Да, Мария? Новая жизнь, новое имя – Барон. Мы видим, как его любят, и мы понимаем, что нервы, время, деньги потрачены не зря. Пожелаем счастья всем, и семье, и спасенному нами Максу, Барону. Благодарю вас, друзья, за помощь и поддержку. Ваша помощь дает возможность спасать и дарить якутским бедолагам счастливую жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие. Спасибо Татьяне, которая спасла его от лютой смерти. Там бы он однозначно погиб. Татьяна, спасибо. Спасибо за Макса, за Барошу.
Давай. Молодец.